السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. Хвала Аллаху Всевышнему Субханаху ва Тааля за оказанные милости, за те несчетные блага и Его дары, и за величайшую милость — это аль-иман, вера в Него, ислам и аль-Кур'ан, книга, которую Он послал как руководство для своих творений, дабы они, читая ее, изучая ее, размышляя над этой книгой, они исправляли свою жизнь, тем самым обретая благополучие, душевное спокойствие, как в этом мире, так и довольство Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля и вечное блаженство в райских садах в мире следующем, в ахирате. Уповая на Аллаха Субханаху ва Тааля и прося у Него помощи в понимании Его книги, мы приступаем к изучению самой большой суры в Коране, суры, которая называется Суратуль Бакара, Аль-Бакарату. В переводе означает «корова». Это имя, оно пришло от пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, название этой суры, в достоверных хадисах, и также утвердилось среди ученых нашей уммы. Причина того, что сура названа Аль-Бакара, корова, в том, что в этой суре упоминается история пророка Мусы, где Аллах Субханаху ва Тааля повелевает народу Мусы, алейхиссалям, принести в жертву корову, заколоть корову. Как Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «Из каля Муса ли каумихи, инна Аллаха я'мурукум ан тазбаху бакара». И вот сказал Муса своему народу: воистину Аллах повелевает вам заколоть бакара, корову. И эта история, она приходит в Коране только в этой суре. Мы знаем, что некоторые истории, некоторые события, связанные с пророками, с пророком Мусой, алейхиссалям, Ибрахим и другими посланниками Аллаха, посланниками Аллаха Субханаху ва Тааля, они повторяются. Некоторые события повторяются в нескольких сурах. Однако это событие, история с закалыванием коровы, она упоминается только в суре Аль-Бакара. Говоря о самой суре, эта сура, как говорят ученые, была ниспослана в 87-й по счету. Мы знаем, что всего сур у нас в Коране 114 сур. Так вот же, сура Аль-Бакара, она была ниспослана в 87-й по счету, и была послана она после суры Аль-Мутаффифин и перед сурой Алю Имран. После суры Аль-Мутаффифин и перед сурой Алю Имран. И эта сура является сурой мединской. Что значит сура мединская? Самое распространенное разделение сур Корана среди ученых на мекканские суры и мединские суры по критерию времени ниспосылания этих сур. Не по месту, где они были ниспосланы, а по времени. Таким образом, они разделили, что суры, которые были ниспосланы до хиджры, переселения пророка, саллаллаху алейхи вассалям, из Мекки в Медину, они именуют сурами Маккия, мекканскими сурами. А те же суры, которые были ниспосланы после хиджры, переселения, саллаллаху алейхи вассалям, в Медину, они именуются Мадания, то есть мединские, даже если они были ниспосланы не в самой Медине. К примеру, в Мекке, уже после открытия, после завоевания Мекки, даже если суры были ниспосланы там, аяты были ниспосланы там, они все равно считаются
мединскими по условиям данного критерия. И сура Аль-Бакара, она является мединской, которая была ниспослана в первые года после переселения пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Как мы сказали, это самая большая сура в Коране, и количество аятов этой суры. Тут важно упомянуть, да, что есть некие разногласия порой в количестве аятов сур. И касаемо суры Аль-Бакара, да, есть три мнения среди ученых. Одни посчитали, что в суре Аль-Бакара 285 аятов. Да, это у нас ученые Медины, Мекки и Шама. Другие же куфийцы, они сказали, что в суре Бакара 286 аятов. Вот. А ученые из Басра же сказали, что 287 аятов. Что это означает? Это ни в коем случае не означает, что одни ученые добавили что-то в Коране, другие ученые убавили что-то в Коране. Нет. Слова, текст самой суры Аль-Бакара, слова, которые она содержит, и вплоть до букв и харакатов, оно неизменно. Оно неизменно. Однако, одни ученые могли посчитать какую-то часть слов отдельным аятом. Например, да, куфийцы и этот мусхаф, который перед нами, да, который читается по риваяту Хафс ан Асим, они говорят, что алиф лам мим — это отдельный аят. Если мы откроем книгу Корана, мусхаф, то мы увидим, что алиф лам мим, и после этого идет цифра 1, то есть один аят. Потом «Залика аль-китабу ла райба фихи худан лиль-муттакин». Это цифра 2. В другом же мусхафе, да, другого чтения, там алиф лам мим не считается отдельным аятом. Алиф лам мим «Залика аль-китабу ла райба фихи». Таким образом, они включили алиф лам мим в один аят, да, со следующими словами Аллаха Субхану. И поэтому происходит, что некое вот такое разные мнения. Это ни в коем случае, конечно же, не влияет на смысл самого Корана и на его содержание. Причина, почему так происходит, говорят ученые, почему есть разные мнения касаемо количества аятов в сурах. Они говорят, что когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, читал аяты, да, он порой соединял несколько аятов между собой для чего? Для заканчивания смысла предыдущего аята, где читалось. То есть пророк, саллаллаху алейхи вассалям, читает аят, и следующий аят продолжает смысл предыдущего аята, и он соединяет между ними. Вот. И из-за этого, говорят, могло произойти, да, что одни говорили, это один аят, так как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, соединил, другие говорили, нет, это два разных аята, но он соединил для того, чтобы закончить смысл, который был начат первым аятом. Такие вот есть особенности. Более подробно это, конечно, изучает у нас наука улюмуль Кур'ан, наука о Коране. И, альхамдулилля, у нас лекции по этой науке в мечети тоже начали проводиться, да, каждое воскресенье. Также после Айша намаза в 8 часов у нас начались лекции по улюмуль Кур'ан, где эти вопросы более подробно разбираются. О том, что такое разные чтения Кур'ана, риваяты и так далее. Сура Аль-Бакара, она содержит в себе огромное количество знаний и затрагивает множество аспектов и тем нашей религии. Но можно затронуть два основных направления, которые содержат в себе сура Аль-Бакара. Первое – это указание на совершенство, на неподражаемость книги Аллаха Субханаху ва Тааля и на величие, красоту самой религии. И указание на то, чем она превосходит другие окружающие нас религии. И второе – это содержание в себе религиозных постановлений. Этим и отличаются, да, не то что даже отличаются, а характеризуются мединские суры
тем, что они больше уже затрагивают религиозные постановления, вопросы халяля, харама или выполнения определенных религиозных обрядов. К примеру, порядок совершения поста, он у нас приходит в суре Аль-Бакара. Порядок совершения поста в суре Аль-Бакара. Также, например, порядок заключения сделок, давания сумм материальных друг другу в долг, это все то же, что приходит. То есть эти мединские суры, они уже расписывают религиозные постановления, религиозные обряды. И, конечно же, следует упомянуть хадисы посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, о достоинстве этой суры. Эта сура, она великая не только из-за количества аятов, а из-за того величия, о котором говорил пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, и той пользы, которую она приносит человеку, который читает эту суру, изучает ее и руководствуется этой сурой. Первый хадис, этот хадис приводит имам Муслим в своем сборнике достоверных хадисов, сахихи, от сподвижника Абу Хурайра, радийаллаху анху, где он говорит, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ла тадж'алу буютакум макабира, инна шайтана янфиру минал бейти аллади тукрау фихи суратуль бакарати». Не превращайте свои дома в кладбище, говорит посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. И воистину шайтан убегает из дома, в котором читается сура Аль-Бакара. Шайтан убегает из дома, в котором читается сура Аль-Бакара. И в комментариях этого хадиса ученые говорят, что нет определенного времени, когда необходимо эту суру читать. Да, что каждый день, либо каждые 3 дня, либо каждые 7 дней, либо раз в году и так далее. Нет, этот хадис указывает в общем на то, что человеку следует быть постоянным в чтении суры Аль-Бакара у себя дома. То есть если сура Аль-Бакара, ее аяты, они звучат в доме человека постоянно, то шайтан будет далек от этого дома. Второй хадис. Этот хадис также приходит в сборники имама Муслима, достоверный хадис от Абу Умама Аль-Бахили, радийаллаху анху. Он говорит, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Икра'у аль-Кур'ана, фа иннаху я'ти йоум аль-киямати шафи'ан ли асхабихи». Читайте Коран, ведь воистину он явится в судный день свидетелем и заступником за тех, кто его читал. «Икра'у захравайни аль-Бакарата ва сурата Али Имрана». Читайте 2 святоча, 2 нура, 2 святоча. Это сура Аль-Бакара и сура Алю Имран. В начале хадиса пророк, саллаллаху алейхи вассалям, побуждает читать людей Коран в общем. Ведь Коран, он явится в день суда заступником и свидетелем. Затем отдельно выделяет какие 2 суры? Сура Аль-Бакара и сура Алю Имран. И называет их 2 святочами. И говорит: فَإِنَّهُمَا تَأْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ أَوْ كَأَنَّهُمَا غَيَايَتَانِ أَوْ كَأَنَّهُمَا فِرْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَّافٍ. Ведь воистину эти 2 суры явятся в судный день подобно 2 облакам, или подобно 2 теням, или подобно 2 стаям птиц, которые будут оберегать и защищать того, кто читал эти суры. Оберегать, защищать и укрывать от жара дня, жара судного дня. И будут заступниками за этого человека. И в продолжении хадиса пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: «Икра'у сурат аль-Бакарати». И сейчас в конце он отдельно выделяет суру Аль-Бакара. Сначала Коран в общем, потом Аль-Бакара и Аль-Имран, и потом в конце хадиса отдельно выделяется сура Аль-Бакара, и пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: читайте суру Аль-Бакара.
فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. Ведь воистину придерживание этой суры, то есть придерживаться этой суры, брать эту суру, в ней есть барака, благодать, благословение Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. А оставление этой суры есть хасара, то есть убыток. Оставление этой суры, в ней убыток. И эту суру не одолеют баталя. Сейчас чуть придем к объяснению, кто такие баталя. Что сказал посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям? Тот, кто возьмет эту суру, будет ее придерживаться. Что значит придерживаться суры Аль-Бакара? Это чтение ее, это заучивание ее, размышление над аятами, изучение аятов этой суры. И если человек будет постоянен и всегда будет руководствоваться сурой Аль-Бакара, это даст прибавить ему баракат. Аллах Субхану ва Тааля даст этому человеку баракат. Что такое барака? Это прибавление, увеличение. Увеличение веры, богобоязненности, набожности. И также в его жизни будет баракат. Аллах Субханаху ва Тааля будет оказывать ему свою поддержку, благословение, благодать. И также это изучение суры Аль-Бакара, прибавление степени человека перед Аллахом Субханаху ва Тааля, его степени в судный день. Но тот же, кто оставит эту суру, пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, говорит: хасра, хасрат, убыток. Этот человек лишится этого. Того бараката, того благословения, той милости Аллаха Субханаху ва Тааля, которую дарует сура Аль-Бакара, он лишится этого. И не способны одолеть эту суру Аль-Баталя. Здесь самое распространенное толкование — колдуны. И не одолеют эту суру колдуны. Либо тем, что они не смогут ее читать и изучать, и также их колдовство не сможет навредить тому человеку, который связан с сурой Аль-Бакара и читает ее. Их колдовство, порча, те сихр, которые они совершают, да, и проблема сихра, колдовства, касания джинна, она была актуальной всегда и в наш день также. И человеку следует защищать, оберегать себя от подобного злодеяния. И также другое объяснение слова баталя: они одолеют ее аль-баталя, то есть лентяи. Лентяи, слабые люди. Люди слабые, ленивые, они не способны изучить, не способны читать эту суру Аль-Бакара из-за ее большого объема. И тем самым они лишаются милости, блага, которое содержит в себе эту суру. И, конечно же, сподвижники пророка, саллиллаху алейхи вассалям, они, зная достоинство этой суры, они ее изучали. К примеру, имам Малик говорит: до меня дошло, что Абдулла ибн Умар 8 лет изучал суру Аль-Бакара. Абдулла ибн Умар — это сын Умара ибн Аль-Хаттаба, ученый среди сподвижников. Он изучал суру Аль-Бакара 8 лет. А что это указывает? На важность, на значимость этой суры и на величие, на огромное количество знаний, которые она в себе содержит. И также пророк, саллиллаху алейхи вассалям, во время битва при Хунейне, когда ситуация на поле сражения, да, начала, скажем так, ухудшаться, и произошел некий разлад в рядах мусульманского войска, какая-то часть войска бросилась в бегство, пророк, саллиллаху алейхи вассалям, обратился к своему дяде Аль-Аббасу, который обладал громким голосом, и сказал: зови их со словами: «Я асхаба сурати Аль-Бакара», о приверженцы, обладатели суры Аль-Бакара.
Он обратился к своим сподвижникам: «О те, кто следует, о те, кто придерживается суры Аль-Бакара», говорит пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Смотрите, как он выделил эту суру. Также на достоинство суры Аль-Бакара у нас указывают отдельные ее аяты. Отдельные ее аяты. Есть хадис, где посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, спросил одного из подвижников: знаешь ли ты, какой аят в книге Аллаха самый великий? Какой аят в книге Аллаха самый великий? И он сказал: Аллаху ла иляха илля хуа аль-хайю аль-кайюм. Сподвижник ответил: это аят Аллаху ла иляха илля хуа аль-хайю аль-кайюм. Это какой аят? Аятуль курси. Аятуль курси. И тогда, говорит посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, ударил меня в грудь и сказал: да облегчится тебе знание. То есть таким образом указал на понимание этого человека. То есть это сподвижник, он, читая и изучая Коран, изучая содержание аятов, он понял, что вот этот аят, он велик, ведь содержит в себе качество Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля и другие достоинства этого аята есть. Мы о них более подробно поговорим, когда дойдем до этого аята, иншаллах. И также, касаемо аятуль курси, следует упомянуть другой хадис. Еще до того, как мы дойдем до этого аята, указывая на важность, и для того, чтобы братья не пренебрегали чтением этого аята. Этот хадис приходит от Абдулла ибн, от Аби Мас'уда, от Абу Мас'уда, ради Аллаху анху. Нет, хадис приходит от Абу Умама, ради Аллаху анху, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ман караа аят аль-курси фи дубури кулли салатин мактубатин, лам ямнаху мин духули аль-джаннати илля аль-маут». Кто будет читать аятуль курси в конце обязательной молитвы, фард намаза, да, после фарз намазов, после обязательных намазов, не после нафиль намазов, а обязательных намазов, да, что говорит? Его удерживает от рая только смерть. Этому человеку, чтобы попасть в рай, у него одна лишь преграда – это смерть. Кто читает аятуль курси после намаза. Поэтому этот аят, он указывает на важность этого аята, этот хадис. И чтобы мы не пренебрегали, да, остаться после намаза, почитать буквально, да, даже минуты не займет чтение аятуль курси для того, чтобы получить вот это достоинство, на которое указал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. И завершим хадисы о достоинстве этой суры последним хадисом, который приводит Абу Мас'уд, ради Аллаху анху, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, как раз касается и последних аятов суры Аль-Бакара. Он говорит: «Ман караа бил аятайни мин ахири сурати Аль-Бакарати фи лейлатин каффатаху». Кто ночью читает последние два аята суры Аль-Бакара, они достаточны для него, или они уберегут его. Кто читает ночью последние два аята суры Аль-Бакара, они достаточны для него, и они уберегут его. Они берегут его от зла, которые могут коснуться его этой ночью, от зла шайтанов, от зла джиннов, от зла колдунов. И это уже последние два аята суры Аль-Бакара, на достоинство которых указал пророк, саллаллаху алейхи вассалям. На этом мы завершим сегодняшнюю вступительную лекцию, можем так и сказать. И, иншааллах, на следующую лекцию мы с вами приступим уже к изучению самой суры. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر.